На территории СЭС Бишкек 316 субъектов, однако сейчас функционирует чуть более 50 предприятий. Это связано не только с пандемией коронавируса и зимним периодом, но и в целом сокращением прежних льгот и преференций для субъектов. Предпринимателям стало невыгодно работать на территории свободной экономической зоны. Первый изначальный закон предусматривает для инвесторов много льгот и преференций для экономической деятельности на территории СЭС. Но, к сожалению, последние, наверное, 10 лет, 14 раз закон о свободной экономике изменялся. И изменялся она в сторону ухудшения. И новые налоговые направления были. Поэтому каждый раз при изменении какие-то барьеры создавались. Мы сейчас уже стали не конкурентоспособным. Мы не говоря, что дальние мы не конкурируем с российскими конкурентами или казахскими. Мы даже не конкурируем с городскими конкурентами. Вот мы сейчас мы платим НДС, как все, оплачиваем пошлины за сырье. Еще плюс за то, что мы находимся на СЭС Бишкек, отчисления мы платим 2% в гендирекцию. То есть мы платим больше налогов, чем те, которые находятся в городе. Снижение объемов производства началось после 2015 года, когда Кыргызстан вошел в Евразийский экономический союз, отмечают предприниматели. СЭС, по сути, свое направление она потеряла. Потому что если раньше Казахстан, Россия, Беларусь считалось как экспорт, на сегодняшний день, как это союзное государство, и экспорт не считается. Товары, производимые на территории СЭС, в Россию, Казахстан не считается экспортом. Соответственно, они облагаются всеми налогами. Но многие вопросы можно решить, изменив национальное законодательство. Новое руководство СЭС Бишкек сейчас работает над концепцией развития свободных экономических зон. СЭСді банкрот қылып, мұның еш жүргізісі актуалды емес, башқаруны жеке компанияларға берели деген атайын топтар бар. Есть определенные группы людей, которые заинтересованы в банкротстве СЭС, и именно они вносили изменения в законы, чтобы ухудшить условия работы субъекта. Сейчас предприниматели СЭС стали как обычные арендаторы, и у них нет никаких льгот. Поэтому нужно вносить изменения в законодательство. Надо освободить отечественного производителя от НДС и таможенных пошлин. Нынешнее руководство СЭС тесно работает с Минэкономики, на базе которой создана межведомственная рабочая группа по данному вопросу. Азамат Кенжешев, Эрнест Умиралиев, Нью ТВ.